Родственники Ильми Умерова серьезно обеспокоены состоянием его здоровья. Его дочь Айше рассказала, как, придя к нему в психиатрическую больницу, спасла отца от очередного обморока. Когда я его посещала утром, у него подскочил сахар, упало давление, головокружение, он потерял сознание. Его быстро привели в чувство, потому что я сразу позвала медсестру, которые рядом дежурят, вызвали дежурного врача. Состояние удалось стабилизировать, но вот сейчас мы вышли от него, давление снова 150, он багровый, то есть состояние здоровья не очень хорошее, постоянные головные боли, но духом он держится, он стоит на своих позициях, от своих слов не отказывается. Это такой беспрецедентный метод, это заместитель председателя Меджлиса, а реакции нет никакой. То есть единственное, что было сказано за эту неделю, это маленький твиттер пресс-секретаря Министерства иностранных дел, и не более того. То есть ни первые лица страны, президенты, спикеры, вице-премьеры, премьеры, никакой реакции. То есть я не знаю, что на них сказывается, отпуска или какие-то более важные дела, но реакции нет никакой. И это, конечно, недопустимо в нынешней ситуации, особенно по отношению к человеку, который, жертвуя собой, по большому счету, он отстаивает здесь проукраинские позиции, позиции крымско-татарского народа в течение всех этих 2 лет. Кроме того, Айше сообщает, что за сыном Ильми Умерова Сулейманом целый день ведет слежку белая «Лада Приора» с номерными знаками 193. Это тревожные звоночки для нас, ведь за Ирвином Ибрагимовым тоже следили незадолго до похищения, написала Айше Умерова на своей фейсбук-странице. Порядка 1000 крымских татар собралось сегодня вечером у дома заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова для проведения молебна.